Сёння 23 красавіка у культцэнтры корпус адбываецца адкрыццё чарнобыльскага тыдня, які прымеркаваны да 33-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Традыцыйнымі арганізатарамі ўсіх культурніцкіх і дыскусійных мерапрыемстваў тыдня з'яўляецца грамадскае аб'яднанне «Экадом», Белорусская партия «Зеленая» и Белорусская антиядерная компания. Почему мы решили делать Чернобыльскую неделю? Потому что вот одноразовые события, как Чернобыльский шлях, которые раз в год поднимает эту тему, потом это опять все уходит в песок, и мы решили, что важно поднять разные аспекты этой проблемы и разными способами. К сожалению, поколение молодое, которое уже выросло после Чернобыля, сейчас считает, что Чернобыль уже закончился. И в связи, я не знаю, там, со строительством АЭС, в связи с тем, что там чернобыльские проблемы людей, которые живут возле загрязненных территорий или на загрязненных территориях, в нашей прессе очень мало освещаются и не проводится никаких серьезных медицинских исследований о влиянии на здоровье людей. То есть эти все вопросы невозможно там раскрывать в формате чернобыльского шляха. Поэтому мы вот уже, это получается 4-й год, в неделю перед Чернобылем проводим различные мероприятия. Публичные дискуссии, куда мы приглашаем экспертов белорусских, заграничных. Мы обсуждаем проблемы Чернобыля, проблемы безопасности современных атомных станций, Островецкая АЭС. Адкрыццё тыдня было вырашана распачаць фотовыставы «Радиация у парах алкоголя», якую привезла из Америки Татьяна Новикова. На самом деле это очень известный эксперимент по визуализации такого процесса, как ионизирующая радиация. Причем альфа, бета и гамма радиации. То есть как можно увидеть радиацию как таковую, радиоактивный распад, без дорогого оборудования, там, без рентгена, без каких-то там камер, без чего-то. Можно сконструировать вот довольно простую штуку. Взять стеклянный бокс, герметичный, наполнить его спиртом или алкоголем, так, чтобы там были пары алкоголя, чтобы алкоголь испарялся. И поставить это все на искусственный лед, либо куда-то, чтобы охладить это все до очень низких температур. Алкоголь, пары алкоголя обладают уникальным свойством. Это свойство конденсироваться вокруг заряженных частиц. Но для меня этот эксперимент показался очень интересным для Беларуси. Меня это удивило тем, что это вот как бы модель такая, да, очень знакомая. С другой стороны, мне показалось удивительным, что можно, взяв эту простую камеру, этот простой бокс, переносить его из места на место и видеть, где радиации больше, где ее меньше, потому что это буквально видно. Да? Когда мы говорим о том, что во время Чернобыля была какая-то такая мания буквально, люди думали, что алкоголь выводит радиацию. То есть вот этот эксперимент – это правда об алкоголе и радиации. Алкоголь не выводит радиацию, но он конденсируется вокруг ионов и позволяет нам увидеть радиацию. Вечер же працягнецца праглядам дакументальнай стужкі «Чарнобыль Forever». За ўсімі астатнімі мерапрыемствамі чарнобыльскага тыдня сачыце на зялёным партале. З вами была Хрысціна Чарняўская.